Всем доброго вечера, друзья. Наступил вечер. Скоро начнет темнеть, вернее уже темнеет. Вот плюсовая температура дает свои плоды. Вон ручей растекается на глазах, вода прибывает. Вон еще сегодня утром я здесь проезжал на буксировщике. Сейчас уже нежелательно, потому что мост, вмерзший лед, вон начал оттаивать, бревна начали всплывать, а там ямина. Где-то с метр, наверное, может быть сейчас глубина. И как бы уже нежелательно. Вода пошла верхом. В общем, если пару дней будет так же тепло, здесь все затопит от берега до берега. И вот единственный мостик, поваленное дерево, только по нему и будем ходить. Сейчас пойдем по-быстрому, как это возможно, поставим сеточки. Озеро как оттаяло, и покараулим вечерок. Судя по результатам, будет видно. Если что-то будет летать хорошо, можно будет остаться на ночь. Взял с собой немножко перекусить. Ну а если никого не будет, придем в избу. Дождик так и моросит, не прекращаясь. Снега, как мы видим, в лесу еще очень много. Несмотря на то, что уже 2 дня плюсовая температура, буранка он до сих пор держит. Опа. Не везде. Так, что мы видим? Озеро у нас стало больше. Оттаяло. Так. Ну, что там насчет уток? Уток не видать. Обычно, когда утка летит, вот так вот выходишь, и хохлатая чернить, как правило, то тут, то там плавает. Сейчас мы никого не видим. Ладно. Охота не получается. Может, хоть рыбалка получится немножко. Хоть немного рыбки поймать. Закидываю сети. Но как бы с очень большим риском. Потому что поменялся ветер. Вчера дул южный. Сегодня полдня дул южный, сейчас поменялся на северный. И как бы может куски льда оторвать и порвать сеть. Ну, как бы основное озеро еще стоит. Это опасно, когда вот пол озера уже открылось. Лед кусками, пластами в куче. И вот когда меняется ветер, здесь вот, допустим, ставишь сети, поменялся ветер, и льды пластами просто в обратную сторону, прямо на сетке. Было пару раз такое. И просто сети в хлам рвутся. Рвутся в хлам. Да что ты ляжешь, будешь делать? В общем, сетями надо заниматься. В смысле ремонтом, приготовлением сетей, конечно же, зимой. О, тут мелко какая-то отмель. Вон трава. Ну ладно. Рыба плавает везде. Надежда, конечно, большая. Ну, не то чтобы надежда, а хотелось бы, конечно, поймать щуку. Щука идет на нерест, на болото обычно она шла. Но сейчас болота нету, и она по-любому сюда должна подойти. Вот. Может попасть карась. Может попасть в сетку окунь. Вон, раз сеточка, 2 сеточка. Коротенькие. Тут длинные сети нафиг не нужно. Чтобы одному удобнее было ветром проверять. Во-первых. Во-вторых,
Очень много всяких зацепов. И длинные сети просто рвутся. Кинули 2 с того берега. И 2 сеточки кинем так. Почему не кидаю самое устье? Там грязь какая-то идет с этого ручья. И очень много, ну, сеть сразу стеной становится, и сюда ничего не попадает. Сюда одно и туда одно. Как раз вот сколько озера открылось. И иногда бывает ловится неплохо. Ну все, осталось 2 сетки и в шалаш. Что-то на Печоре кто-то стреляет. Возможно, шевельнулась утка. Это хорошо. Так, а здесь сейчас... Вчера вот так вот ветер дул. Хорошо было отсюда ставить. Сейчас вот против ветра грести приходится. Немножко неудобно. Ну ничего. Эти короткие справимся. Так, ну вот. В принципе, все готово. Сети закинул. 4 штучки. По 10 метров коротенькие. 2 с этого берега. 2 с того. Лодку не стал там прятать, нести в лес, это далеко. А на берегу тоже оставлять не стал, потому что в зоне выстрела попадет, прострелю лодку. Оставил здесь возле шалаша. Специально для этого были подготовлены ветки. Накрыл. Я так думаю, замаскировал. В общем, не должна утка заметить. Все. Все готово, садимся в шалаш. Ну, что-то глухо. Ни одного перелета. Ничего нет. Пока скучно. Скорее всего, будет так же, наверное, как и вчера. Вечером тишина, утром буквально 15 минут чирочки полетают. Утка до сих пор почему-то не хочет идти на болото. Вроде уже озеро. Лена чувствует, что все озеро закрыто. Хрен его знает. Ладно. Все готово. Сейчас этот проход еще немножко замаскируем. Вот так вот. Раз. И 2. Вот так вот. Все. Усё уготово. Можно даже чуть ниже, наверное. Вот так вот это сделать. Есть вот так вот. Шикардос. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну давай. Я готов, летите. Подождем твою маму. Так, ну что, видимости, наверное, уже нет. 15 минут 11-го. За всю вечерку подсаживались только 2 черка. Сели. Я как раз с Серегой болтал по телефону. Ну, в общем, спалили они меня. Сразу залетели. Это только сел в шалаш, и сразу через 2 минуты буквально они подсели. Ну, сам профукал, можно так сказать. В общем, 22, 15, 23, 12, 15, 2 часа осталось до рассвета, можно так сказать, пока светать начнут. Попробую переждать эту ночь в палатке. Дождь прошел, правда, дует ветер, но что-то неохота идти мне до избы по темной ночи, потом опять возвращаться. Попробую, надеюсь, сильно не замерзну. Может быть, утром что-нибудь да полетают. Все, ждем утрянки. Что теперь? Вечерняя зорька по нолям. Так, друзья, пару кадров буквально о том, как мы проводим холодные майские ночи в палатке. Сегодня в избу не пошел. На вечерней утки не было. 2 черка садились. Я прозевал, говорил по телефону. Утром, надеюсь, немножко на рассвете утка полетает. В общем, пока туда, пока обратно. Не люблю я ходить по темноте, по болоту и все такое.
Я понимаю, в начале мая это длинная ночь, а сейчас середина мая. Это где-то пару часов, где-то лучше подождать, ну, если не сильно холодно. Сегодня где-то температура +1, около 0, наверное. Вот, полностью одетые. На всякий случай, не знаю, видно, не видно. У меня здесь есть спальник. Коврики. Вот коврики постелил. 2 сапога под голову. Сейчас буквально перекус у меня. Пару сосисок, хлебушек, 50 капель. Чайковский с термоса. В общем, немножко для внутреннего согрева тоже хайпанем. И где-то часик-полтора кимарнем. Ну, не знаю, в спальник залезу, не залезу. Пока вроде бы так прохладно, но я так думаю, сейчас внутренний согрев подогреет изнутри и будет все нормально. Раньше, помню, не было таких удобств, когда вот мы не строили плоты, но лет 20 назад. Мы эти ночи коротали в скоротках на берегу. А под утро на утрянку ходили в броднях резиновых. Тогда Эва бродней еще не было, сапог таких не было. В резиновых броднях ходили в шалаш, метр на метр, типа шалаша, что-то было 4 елки на центр болота, потому что утка туда садилась лучше. И стоя по колено в ледяной воде на болоте, час-два вот этот, ну, больше 2 часов не выдерживали, стреляли уток, которая садилась, стреляли в лед, потом собирали, возвращались на берег и потом уже шли в избу. Так что те условия, которые мы сейчас для себя создаем, это, можно так сказать, комфортнейшие условия. Если дождь, мы сухие, потому что палатка. Если холодно, мы в спальник залезем или в избу пойдем. В избу тоже сделали мост, теперь можно, по идее, в избу бегать. Ну, остались. Первая ночь сегодня палатки. А раньше я здесь, Ромка в там палатке, в спальниках, под открытым небом, дождь, снег идет, холод. Все мы это выдерживали, я не знаю как. Но было интересно, потому что утка летала, утка была. Сейчас утки нет. Ну, почему-то все время, видать, в память о прошлых выездах тянет сюда. Ну, не знаю, ну подождем еще сегодня. Подождем еще завтра. Закинули сети, мы завтра проверим, посмотрим, что да как. Но послезавтра у меня уже рабочий день. Там будет видно. До бесконечности я здесь торчать, конечно же, не смогу. По большому счету, ну, эта неделя пройдет. Ну, максимум еще следующая неделя. Потом все, надо будет сворачиваться и выезжать. Никто не ожидал такой холодной весны, чтобы середина мая и стоял лед на озере. Это редко, когда так бывает, конечно. Ну, посмотрим, как получится, так получится. Пока как-то вот так. Ну, так сказать, рыбалка, охота, отдых. Больше подходит слово отдых для души. Пусть, конечно, небольшое разочарование есть, то, что ожидания не оправдались, но все равно это здорово. Так что немножко сейчас мы это перекусим, часик отдохнем и встречаемся на рассвете. Я так думаю, немножко утка полетает. А в основном, конечно, это будут черки. Ну, раз на раз не приходится. Бывает, что-то утки в голову сбредет, и она... На Печоре утка есть. Там стреляли сегодня вечером хорошо. Но на болото почему-то она до сих пор не идет на озеро. То ли она чувствует, что озеро закрыто, то ли я не знаю что. В общем, ждем утра, ждем утренних перелетов. Так, ну что, время половина первого ночи, утра, я не знаю, как это правильно сказать. Прозвенел будильник, но я уже, не то что уже, я вообще даже кимарнуть не получилось.
Почему? Потому что сегодня ночью утка летела около 12. О, опять пролетом пролетела. В общем, летит утка вся. Летит связь, летит широконоска. Шилохвости были. Садились 2 кряквы, но их не было видно. Стрелять они улетели. Черки. В общем, утка начала шевелиться, но садились только 2 кряквы и пару черков, которых я не успел. А крякв не увидел, потому что они далеко-далеко сели там. И пока я выглядывал, улетели. В общем, утка полетала. Так что сейчас начнет светать. Я так думаю, полчасика. По всем моим прогнозам, утка должна немного полетать. Дай бог, чтобы она садилась, потому что в лед стрелять, ну, не знаю, наверное, не получится. Они очень быстро пролетают. Чучела. Надо чучела оставить. И тогда будет все шикарно. В общем, начало светать. Убираем камеру, чтобы она не пугала. Все равно сейчас съемки практически, наверное, видимости пока 0. Будет немножко светлее, сделаем включение. А пока она будет только пугать в темноте. Потому что передний экран с включением тоже включается. Ладно, посмотрим. Главное, чтобы что-то было. А там видно будет. Так, друзья, время 1:03 Немножко уже расцвело. Можно включать камеру. Я надеюсь, уже немножко видно. В общем, такой расклад. По темноте около 12 утка летела. Только начало светать, перестала. У нас, не знаю, видно, не видно, 1 чирок есть. Сели 2 чирка. Сейчас потом скажу. Попробуем взять. Что, улетели уже? Походу улетели. Так же, как и вечером, пока я с вами говорил. 2 черка садилась и сразу улетела. Пока я наклонился за оружием. Так что меньше надо балаболить. Вот. Еще все. Вот. Еще 2 черка крутились, чуть не сели. Вот и сели, оказывается. Сели и опять улетели. Все уже светло. И они уже видят меня. Садились, я не заметил. Было далековато. Что говорил-то? В общем, 1 черка взял. Вот самец с 32 калибра. И все. И пару раз уже вот так вот тупо профукал.
из-за того, что рисуюсь. Надо сидеть в коротке, не высовываясь. Я на весь рост вышел и болтаю. Закон подлости главное. Тишина. Только стоит отвлечься, встать или еще что-нибудь, или позвонить, или поговорить с кем-то. Обязательно в этот момент подсаживается. Как всегда, я не готов. Если под темноте еще утка не видит садиться, то немножко расцвела, она все видит и сразу сваливает. Что говорил-то, в общем, около 12 утка полетала. Летела утка вся, широконоский съезд. Даже шелохвост, но это по звукам. Как только начало светать, все, лед прекратился. Садилось только 2 кряку и вот несколько черочков. 2 съезда еще садилось. Это все, что садилось. Остальная вся мимолетом на бешеной скорости куда-то пролетает и все. И то по темноте. Только начинает светать, все, лед прекратился. Сейчас, я так думаю, еще немножко полетает. Минут 15-20. Надеюсь, что-нибудь. А дальше все. Вообще ничего не понимаю. На Печорье постреляли утром и вечером тоже. А сюда до сих пор не хочет. Вижу. Сел чирок, но я его не вижу. Вон походу. Так, у нас время 1:30. Рассвело. И утка перестала летать. Скажу, сегодня утка, в отличие от предыдущих дней, полетала. Была возможность примерно добыть штук 5 как минимум. Просто я сам то камеру начну включать, она улетит, то сядет близко, я начинаю ружье менять, пятизарядку на оленя, чтобы не разнести вот так вот в 10-15 метрах. Она улетит. То забуду коллиматор включить, не знаю, куда целиться. Потом, пока включаю, она улетает. В общем, сплошная сегодня невезуха. Но утка была. Утка летела хорошо в 12 часов ночи. Относительно хорошо по сравнению с предыдущими днями. В основном это, конечно же, чирок.
Парочка связи садилась, парочка крякуш. Почему-то удивительно нет хохлатой чернити. Она хоть кормилица. Бывает так, что сядет стайка 10 штук. Стреляешь, она даже не улетает. Они тупорылые какие-то, не боятся. Эта серая утка вся шугливая. Чуть не так, чуть не то уже фрк. Если по ночи, когда ничего не видно, она еще более-менее. Ну и ты не видишь, и она не видит, и ты не видишь. А чуть рассвело, все, труба. На Печоре стреляют. Но сегодня грех жаловаться. Относительно прошлых дней сегодня просто было уже интереснее. И озеро как раз открылось так, как надо. Ну все, 1:30 и уже, ну, может быть, еще пару штук пролетит. В общем, до 3 посидим, подождем. Да, нет, нет. Тряханем сетки и в избу спать. Так, села стайка. Куда стреляю, сраный коллиматор? Вообще не умею целиться с ним. Что-то одна осталась. Еще и клинит. Ну, без коллиматора бы я сейчас на взлете вот здесь бац, бац, еще бы 2 ствола опустил. А с коллиматором вообще не вижу, куда что целиться. Ну, крест навел, вот туда бац, вот оно осталось. Еще и клинит до кучи, бляха-муха. С лесу откуда-то прилетели, прямо плюх сюда. Что за утка, так и не понял. Но не черки точно. Хохлатая чернь, что ли? Так. Ну, хоть час получилось сидячих. А в лед опять не успел. Здравствуй, жопа, Новый год. Я говорю, в лед не попал. Чертов коллиматор. Ну, красиво же налетели. Ну, хоть сидячую попал, и то хорошо. Да. Ну что, коллиматор, нежели богато не хрен привыкать. Мне кажется, пора тебя снимать уже. Что-то ты мне не нравишься ни хрена.
Туда болото куда-то ушел. Так, ну что, 3 часа утра. Я так думаю, наверное, на сегодня хватит. Утка сегодня полетала. Грех жаловаться. По сравнению, тем более, с предыдущими днями. Ну, добыл процентов 10 из 100 возможных. Вижу вот здесь одного черка, вижу там одного черка. По идее, должно быть еще 2 готовых и 2 подранка. И 2 подранка еще туда ушли на болото. В общем, если всех найду, штук 5, наверное, должно быть. Если все найду, то, что подранил, уронил. А так, если бы реализовал все возможности, которые сегодня были, уток 15 можно было бы добыть. Ну, я вам говорю, с коллиматором, конечно, это мне надо мозги, чтобы сработали. Сначала включаю камеру, потом на коллиматоре надо включить коллиматор, потом снять с предохранителя, потом поймать утку перекрестие прицела и потом только стрелять. В лед вообще не получается. 32-й поблизости бьет, издалека тоже, как мы видим, слабоват. Видать, дробь теряет силу. Вот там вот в конце озера уже черка не взяло. Зацепило, но черок туда раз перелетел и на болото сел. Ну, конечно же, пойдем глянем. В общем, все. Хватит на сегодня. Надо и поспать немножко. Собираем урожай. Тряханем сеточки. Посмотрим, что попало нам за ночь. И, пожалуй, на сегодня хватит. Все. Так, ну что, поехали. Вон, смотрите. Видите, какое опасное место. Тут вот озеро. На озере трава, а под ним земли нет. И как бы опасно это все, конечно. Надо быть очень, очень и очень аккуратным. Так вот, раз, 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 раз. Вот так вот приходится, когда нет берега. Так, ну что, больше всех, конечно, меня интересует, что поймали наши сети. Ну вот. А я так ждал, надеялся и верил, как поется в песне. А рыбы нет. Вот такая вот сеточка у меня. 50-ка. На 50-ку никто ничего не попал. Нет такой рыбы здесь. Была надежда на карася. Ну, что-то, видать, пошло не так. Он здесь не глубоко. В принципе, даже вижу дно. Даже вижу дно. Но рыбы не вижу. Вот он еще черочек. Красавчик. А где рыба-то, я не понял. Раньше и окунь здесь был. И карась, и щучки попадали. Сейчас что-то вообще пусто. Так, здесь у нас что? Тоже 50-ка или 40-ка, я не... 50-ка, 45-ка, наверное.
Ладно. Оставим вас на день. Пойдемте глянем. Так, где-то у нас здесь два подранка. Надо быть внимательным. Где-то они здесь есть. Если опять не учесали куда-то туда. Вот так вот. Не добили сразу. И куда-то уже потеряли. Куда-то спрятался. Хорошо спрятался. Да. В общем, надо добивать сразу. Чуть шевелится, надо добивать. Два подранка опять оставили. Так, одного подранка нашли. Одного беглеца нашли. Уже хорошо. Вот он уже спрятался. Видишь, сразу не заметили. Вернулся. Так, еще один подранок где-то должен быть. Так, здесь у нас тоже походу пусто. Здесь у нас сороковочка. На сороковку тоже никто не клюнул. Никого. Никого, никого, никого. Ладно. Если никто в течение дня не попадется и озеро пошире откроется, переставим эти сетки поглубже где. Здесь рыбы походу нет. Ни одной. Если на четвертую ничего не попало. Если поставил я чую поменьше, может быть, что-то, конечно, бы окушки там или ерши попали. Ну. Так, и у нас осталось еще четвертая, последняя сеточка. Что-то она утонула. Что-то она утонула. Так, так, так. Опа-на. Опа-на. Вижу рыбу. Вижу рыбу. Щука. Две щуки. Так. Опа. И еще плотва или что там. А плотва-то бог с ним. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, так, так. Так, так, так. Опачки. Опачки, опачки. Вот так вот. Ну вот. Первый улов. Вот такие две щучки. Вот, Энскадан. Красота. И там еще что-то есть. Что там? Плотва. Вот такая вот плотвица. Вот так вот. Ждали карасей, поймали плотвичку. Ну, и то хорошо. Ну вот, это уже хорошо. Из 4 только сработала одна сетка. Но там мелко сейчас. Чуть больше лед растает сегодня. И мы переставим. Может, что-нибудь еще попадется. Так, ну что, зубастые.
В общем, без улова мы сегодня не остались. И это радует. Янскаден. Так, ну с этой утки нам уже взять нечего. Ну и воронье тоже не оставим. Спрячем куда-нибудь под корягу. Какая-то норка или куница, может быть, доест. А воронам жирно будет. Вот так вот подранки уходят. И потом их, как говорится, ни себе, ни людям. Так, ну что, подводим итоги. В общем, нашел я 2 черков. Раз, два. И нашел вот шилохвость. Но шилохвость уже немножко опоздал. Воронье уже успело почикать ее. Тут уже, как говорится, брать нечего. Но все равно я утку взял. Нехрен воронью питаться. Положу куда-нибудь под корягу. Где-нибудь какая-нибудь норка или куница пусть лучше съест, чем эти вороны. Вот так вот. Подранок ушел в лес. И там, ну, чуть-чуть не дошел до лесу. Так, и наши 4 сеточки, вернее, 1 сеточка дала нам вот такие 2 щучки и одну плотвицу. Ждал карасей. Карасей нет. Ну, и на этом спасибо. Начало есть. Лед немножко оттает. Эти сети смели переставлю поглубже. И, может быть, еще что-нибудь да половим. Вот такая получилась охота-рыбалка. Ну, не пусто. Уже началось какое-то хоть шевеление началось, потеплело, плюсовая температура. Утка сегодня летала. Грех жаловаться. Ну, по сравнению, что было раньше, это сегодня уже было интересно. Много чего промазал, много чего не успел. Ну, значит, не судьба. Ничего страшного. Все, теперь идем завтракаем или ужинаем и ложимся отдыхать. Вечерком придем сюда опять.